Добрый вечер. У нас в Москве добрый вечер. Меня зовут Ярослав Козулин. Я являюсь журналистом, специализирующимся по Кавказу. Э, И это проект Руслана Кутаева. И я тут тоже как-то фигурирую в качестве журналиста. Но экспертом у нас является, конечно, Руслан Кутаев. Э, Это проект, созданный нами не так давно, но, в общем, мы его пытаемся оживить. Руслан, здравствуйте. Добрый вечер, Ярослав. Приветствую тебя. Да, здравствуйте. Сегодня у нас одна, но очень важная тема. Она открывает глобальный кейс о фабрикации дел в отношении чеченцев, ранее осужденных за участие в рядах незаконных вооруженных формирований. Сегодня мы будем говорить о 36-летнем чеченце Апти Висаеве. Я хотел бы рассказать фабулу. Верховный суд Чечни в 2005 году признал Апти Висаева участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске. В апреле 2021 года Висаев с женой Аишей и 5 детьми приехал в Пятигорск, где планировал остаться для лечения себя и своих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонности к террористической деятельности и пособничеству терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске. Что именно вменяется Висаеву? Якобы Висаев в переписке с секретного номера, в кавычках пишет следствие, убеждает некого Азада Беккаримова, реальное имя свидетеля засекречено, совершить теракт, самоподрыв во время парада Победы в Норильске 9 мая 2021 года. Стоит отметить, что парад был отменен в связи с пандемией коронавируса ровно как и год назад. Я обязан привести позицию защиты Висаева. Я пообщался с адвокатом, который защищает Апти в данный момент в Красноярском суде. Он сообщил, что предварительное следствие закончилось, и сейчас защита перешла к ознакомлению с делом. Дело ведет у ФСБ по Красноярскому краю. С адвокатов взята подписка о неразглашении подробностей дела. Однако недавно в дело вступил третий адвокат, с которого подписку просто взять не успели. И чисто юридически он смог прокомментировать позицию защиты. Согласно ей, Висаев не вел переписок, как кто-то неизвестный на неустановленном устройстве создал аккаунты в Инстаграм и Телеграм и делал посты от лица Апти Висаева. Также в WhatsApp велась беседа с засекреченным следственным лицом, которого якобы склоняли к совершению теракта, делались соответствующие предложения. Автор сообщений предоставлял информацию по созданию самодельного взрывного устройства. Позиция защиты сводится к тому, что аккаунты были созданы не Висаевым, но это использовано для возбуждения уголовного дела в его отношении. Вот, собственно, все, что пока что надо знать, так сказать, базу о том, о чем мы будем беседовать. Руслан, слушаю вас. Что думаете по этому поводу? Я не просто занимался этим делом, я изучал это дело и вел расследование с юристами, в том числе из Красноярского края. С юристами мы общались, обсуждали и очень много преуспели, как нам кажется, в этом деле. Во-первых, я хочу несколько штрихов добавить по первому делу Висаева. Как ты правильно сказал, в 2005 году его обвинили в терроризме. В результате подрыва был убит старший лейтенант Министерства обороны или Временного отдела Российской Федерации, по-моему, Смоленской области. И дело вело ОРБ-2, известной в Чеченской Республике, фабрикацией дел, пыткой людей и так далее. Так вот, из фигурантов дела там было в деле сказано, что это была группа людей. Из этой группы 6 человек единственным живых был Висаев. Кстати, надо сказать, Висаеву тогда было 18 лет. И
Прошу прощения, вынужден вас перебить. Насколько я знаю, Висаеву было то ли 17, то ли 18 лет. 18. Он провел, насколько я понимаю, так сказать, в лесу от нескольких часов до дня и был возвращен собственной матерью за уж домой. То есть, простите, продолжайте, пожалуйста. Так вот, ему было 18 лет, этих людей не было, группировка, которую они говорили, этих людей уже не было в живых. Так вот, его 2 недели его забрали уже в машине, когда его везли работники ОРБ-2, уже по пути ему переломали все ребра. 2 недели он находился под пытками, били, ножом тыкали, электрический ток и так далее. И он вынужден был, чтобы сохранить свою жизнь, самооговорить себя. И вот таким образом, как ты здесь и сказал, его приговорили суд первой инстанции к 15 годам, Верховный суд Чеченской Республики снял с него 1 месяц. Срок он отбывал в Красноярском крае, последние 11 лет он отбывал срок в Норильске ИК-15. Это что касается первого дела. Он вышел и жил там, остался жить там, таксовал. И у него был надзор. Он приходил, очень четко выполнял все надзорные дела. И замечаний к нему не было. Кстати, 22 марта 2021 года, когда Висаева задержали, и на суде было сказано, что у него были много административных решений. Но другой суд, этот же суд, в декабре 2020 года, когда ему делали послабление по надзору, они там говорили, что и документ есть, у адвоката есть этот документ от МВД, и в МВД документы, и суд говорил, что у него нет ни одного административного правонарушения. Но спустя 2 месяца уже они говорят, что у него были административные нарушения. И теперь, правильно ты здесь сказал, Висаев с женой, они еще в феврале месяце купили билеты, они улетели 7 апреля, а уже 23 апреля их в Пятигорске, они улетели в Пятигорск, 5 малолетних детей, самому старшему ребенку 12 лет. 20-21 числа была операция этих детей. Сам Апти-Висаев проходил тоже обследование, у него УЗИ и другие анализы тоже давал, то есть он был больной. Должны были они прилететь в марте месяце. У них были куплены билеты туда и обратно. Но здесь очень важно, я хочу вставить следующее. За все это время, после того, как он вышел, его вызывали, понятно, надзорные органы. Я сам проходил под надзором был, я знаю, они приходят, они проверяют, тебе выходить нельзя, в зависимости. Вот когда ему делали послабление, что он может по городу Норильску передвигаться, вот в это время, в 2020 году, вот как раз то, о чем было и говорилось. Но его периодически вызывали работники ФСБ. И активно эту профилактическую работу с ним проводили начальник УФСБ по Красноярскому краю майор Александр Пшеничников и старший оперуполномоченный Александр Ахметов. Эти 2 человека склоняли Вису, когда он еще был, чтобы он с ними взаимодействовал, чтобы он выполнял поручения ихние, чтобы он давал показания на людей, на которых они покажут. Он категорически отказывался, но преследование вот этих работников Пшеничникова и Ахметова продолжалось. Вот эта конфликтная ситуация, когда они пытались его склонить к какому-то, фактически они его склоняли, чтобы он сотрудничал с ними. Он от этого сотрудничества отказывался. Они ему грозили, что если этого ты делать не будешь, это для тебя будут тяжелые последствия. Вот они, тяжелые последствия, и наступили. 23 числа его в Пятигорске задерживают. Прилетели 5 оперативных работников во главе с Пшеничниковым из Красноярского края. Они его очень жестко задержали. Причем
его жену, которая была вместе с ним, бросили, она ударилась об машину, и она потеряла свою беременность. Его таким образом доставили именно на самолете, доставили в Красноярск. Вот эта предыстория, в чем, каким образом производилось решение. Здесь важно сказать, что сейчас Аптив Исаев идет по тяжелейшим статьям. Это статья 1.205, это статья 205, часть 3, часть 1, если по первому, 2 часть 3, 205 статья, это склонение, вербовка и пособничество к террористическому акту. Вот главная, вот основная версия, которую они выдвигают, вот эту всю работу Исаев проводил для того, чтобы произвести террористический акт в городе Норильске на военном параде. Мы сразу должны сказать, за год до этого официально было объявлено, в связи с ковидом никакого парада не будет. То есть вот изначально вот эта выдвигаемая основная версия, она просто не выдерживает критики, потому что парада не было. Парада не было, и об этом знали все. Это первое. Да. Второе. Один из факторов важнейших, который предъявляют к Исаеву, это является основная версия, подтверждающая обвинение, построенное ФСБ. Она, значит, они об этом показывали, видео, передача была, когда в подвале, доме, где он живет, они показывали какие-то шарики, какой-то порошковой материал и так далее. Я видел, я же говорю, я пользуюсь услугами юристов, мы проводили. Этот подвал настежь открыт. Этот подвал, где по нужде ходят люди. В этом подвале нет ни одного отсека, кто кому-то что-то. Издалека, самое смешное для нас сейчас, что я скажу, когда они показали, как боеприпасы, как патроны, несколько патронов охотничьего оружия. Патроны, спортивные патроны с краской от пейнтбола они показывали. И пистолет. И что ты думаешь? Этот пистолет, игрушечный пистолет, они показывали, выдавая его за боевой. И по настоянию адвокату этот пистолет сейчас вообще не фигурирует в деле. Но общественности это было продемонстрировано. Мнение они создали. Вот таким образом все это было. И вот таким образом, но вот у всего этого, я еще раз говорю, мы проводили расследование, у этой истории есть и своя предыстория. Ты говорил, что с нами в передаче хочет принять участие жена Исаева. Я хочу, чтобы она подключилась. И если она что-то добавит, потом я расскажу о нашем расследовании и нашей предыстории вот этой истории с Аптив Исаевым. Давайте, да, действительно, у нас есть Аиша Мутаева, супруга Аптив Исаева. Мы ее приглашаем сегодня к нам. Звоним. Так, что-то у нас какие-то технические проблемы, по-видимому. Что получается у нас? Сейчас посмотрим. Да, конечно, рано или поздно-то получится. Только что созванивались, да, и вдруг что-то происходит. Вот смотри, Ярослав, вот пока мы здесь, она будет подключаться, я
материалы огромные, материалы дела, там есть видеозаписи, там есть очень много разных материалов, которых приходится изучать, и мы это изучали. Вот в деле вот Висаева, вот в его предыстории и в его деле фигурируют два свидетеля. Один свидетель – это Газарчиев Ибрагим, он сам родом из Дагестана. И фигурирует другой свидетель тоже, но это второй свидетель, Садыков Радмир, он вместе, хочу короткую справку дать, последние 6 лет он вместе с Апти-Висаевым, это самое, в заключении они сидели вместе в срок в колонии, находились вместе. Кстати, Апти за него, в отношении у него были очень плохие, Апти за него заступился, впрягся, и вот жизнь такая лагерная, и он была облегчена именно заступничеством Апти. И после того, как они уже вышли... Аиша, здравствуйте. Давайте я вас представлю. Это Аиша Мутаева, супруга Апти Висаева. Здравствуйте, Аиша. Здравствуйте. Да. Слышно нас хорошо, видно, да? Все в порядке? Да. Ну, отлично, слава богу. Давайте мы с вами начнем беседу. Я бы хотел узнать, как себя чувствует Апти, есть ли жалобы на его содержание? Чувствует на данный момент не особо хорошо, потому что у него были проблемы со здоровьем, и так и не успел лечиться, задыхался часто. Вот. Проблемы со здоровьем у него были и есть. И то, что там тоже его как-то ущемляют, его права, есть такое. То, что его специально вывозят ИВС и держат вообще без отопления в камере, в холодной. Как-то есть жалобы, писал Да, ли он? Да, он писал жалобы, и вот тоже в июле, в конце месяца, его в Норильске в СИЗО-4 избили и этапировали в Норильск. На это он жалобы писал? Может быть, как-то рассказывал адвокатам, куда-то они подавали, общественная палата или что-то такое? Да, есть такое. Адвокаты спрашивали вот видеосъемку, ну, как бы камерой запрашивали. Но нам так и не выдали, потому что там граница в месяц, типа, и все. Понятно. То есть общественники, к сожалению, вам тоже никак не смогли помочь? Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас 5 детей, но 3, поправьте меня, если я не прав, от другого брака. 4. 4 другого брака. Да, простите, извините. Я так понимаю, что состояние финансовое не очень благополучное, потому что Апти был единственным кормильцем в семье. Да, он был единственным кормильцем в семье. Ну, работал на 2 работах официально и подрабатывал такси. Как справляетесь? На сборах у нас адвокаты, люди помогают, вот так и выживаем. Я знаю, что родственников, к сожалению, у вас либо нет, либо совсем мало. Да, мало. И они не, ну, в Чечне. Да. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, был звонок от Ахмета Дагаева, помощника депутата Госдумы Адама Делимханова. Да. Что-то вам пообещали, и был ли какой-то повторный звонок? Нет, мне просто позвонили, сказали, чтобы я написала обращение на его имя, и будем рассматривать, как бы, сказали, помогут, чем смогут. Записали уже? Нет, я еще не успела, потому что я бегала по делам мужа.
На сегодня было намечено заседание продления меры пресечения АПТИ. Как закончилось? Закончилось, как обычно, стандартно, продлили на 2 месяца. Никакие ходатайства со стороны защитников, ну, то есть со стороны адвоката АПТИ, они не воспринимают вообще никак. Расскажите в 2 словах, о чем ходатайствовала защита? Ну, то, что вот на домашний арест, и сегодня я лично слышала, да, вот то, чтобы его, ну, под домашний арест, ну, отпустили, да, но они мотивируют это тем, что он может там сбежать, скрыться, и там АПТИ сам лично сегодня сказал, как я могу скрыться, когда 22 апреля утром был звонок от участкового в Пятигорске, я сам лично, не только я, а с женой приехал, именно вот, я же не скрылся, я мог скрыться, но я же не скрылся, потому что я этого не делал. Я не, ну, не писал никакие переписки, ничего я не делал такого. Угу. У меня к вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, с чем вы связываете преследование АПТИ? Я Почему? вот сказать затрудняюсь, столько всего произошло, все подряд. Не могу даже сказать. Может быть, это как-то связано с тем, что действительно он был ранее осужден на длительный срок по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях, и ну, кому-то, может быть, хочется еще одну звездочку за раскрытие какого-то преступления. Вот Ну, что-то такое пожалуй, на фабрикация этот дел, да. вопрос отвечу я. Спасибо, Руслан, давайте. Во-первых, на самом деле он по тяжелейшей статье 205 терроризм. Они, и когда выходят из лагерей, за ними смотрят. Я тут чуть ранее говорил, что присмотр вместе его надзора был тяжелейший. Это самое слабое место не только для АПТИ Висаева, для любого освобожденного человека. Это люди, в принципе, беззащитные. И вот молодой майор приходит на должность генеральская, а расти хочется, да еще у него в подручных бегает, как шавка, старший оперуполномоченный Ахметов, старший лейтенант. И вот эти 2 человека амбициозные, они хотят рост званий, они хотят всевозможные дела. А как это делать? А делать очень просто. Как правило, в российской стране, в России, в этом государстве любые правонарушения, сфабрикованные дела, преступления покрываются самой страной. Так вот, я хотел предысторию рассказать, собственно говоря, почему. Вот версия. Они склоняли АПТИ Висаева для того, чтобы он сотрудничал с ними. Он категорически это опроверг. Более того, он не оставил места даже для обсуждения этого вопроса. Когда они увидели, что его невозможно использовать дальше, после этого предложения, с ним надо было каким-то образом разобраться. Я хочу пуститься в небольшую историю, предысторию его задержания. Еще в феврале месяце, на 7 апреля, семья АПТИ Висаева туда и обратно, туда 7 апреля, в Минводы билет был куплен, они уже заказали квартиру в Пятигорске, у них все было подготовлено, а обратно они должны были прилететь то ли 24-го, 8-го, не помню я точно, марте месяце. То есть они должны были улететь. И вот 6 апреля АПТИ рано утром, 8 часов утра, с женой приходит на стоянку, где у них машина стоит. Я хочу, чтобы все услышали, на стоянке автомобилей в Норильске не закрывается. Машина открытая, потому что двигатели бывают включенные. И те люди, которые охраняют эти стоянки, они периодически включают автомобили, чтобы не было замерзания машин. То есть машина, автомобиль АПТИ Висаева была открыта, и периодически охрана могла иметь доступ, чтобы включить двигатель или нет. Так вот, утром 6 числа они поехали на какие-то свои дела. Айша, в каком направлении вы ехали в городе? Я забыл. Каиркан, по дороге Норильск-Каиркан. Норильск-Каиркан, когда они ехали, когда выехали из Норильска,
35 минут они уже отъехали от Норильска, впереди ехала грузовая машина, вахтовая машина. И она резко затормозила, а потом, как мы выяснили, затормозила из-за того, что эта машина проскочила свой поворот, который они должны были повернуть. И сзади едущий Апти ехал только 60 километров. И когда он начал нажимать на тормоза, тормоза отказали. Он видит, что машина его, если он повернет влево, там есть вероятность, что встречная машина. А если он попадет под машину, они просто разобьются. И тогда он, этот человек, достойный человек по жизни, и тогда он принял решение. Он в правую сторону своего машины, где сидела жена, в безопасную сторону увел, и он на свою машину, уже не останавливающую, где отказались тормоза, направил под машину. И потом уже, когда приехали и скорая помощь, когда приехала и милиция автодорожной службы, они удивлялись, как получилось, что вы не улетели туда. А банальный случай, для нас банальный. Машину остановил какой-то камень, который она наступила. Но при всем этом она врезалась, машина была разбита. Здесь начинается самое интересное. Скажите, пожалуйста, да, с чем вы это связываете? К чему нам отказавшие тормоза? Угу. Что значит к чему? Тормоза отказали, это новая машина 2018 года, новая резина, зимняя резина. Я хотел спросить просто, к чему вы клоните? Я клоню к тому, что тормоза отказали, и они отказали не просто из-за того, что отказали. Это уже абсолютно точно, уже мы можем говорить о том, что тормоза были повреждены. То есть, как правило, из детективных романов, из всяких другой информации мы знаем, когда против кого-то совершают провокацию, его ставят таким образом, специалисты это делают, когда резко нажимают на тормоза, а резко нажимают при опасной ситуации, или шланг лопается, его подрезали, или оттуда жидкость вытекла. То есть это все было подготовлено, что он должен был разбиться. Ты можешь себе представить, там никто не знал, кто с ним будет. Там в этой ситуации с ним могли быть и 5 детей, не только жена. Каким-то чудом он остается, машина разбивается, она разбилась, машина, она все-таки ударилась под эту машину, но они остались живы. Здесь начинается детективный жанр, о чем я хочу поведать. Я ранее говорил, что с Апти сидел Садыков Радмир 1988 года, он за него заступался. Там в лагерях он как шнырь, его пользовали, Апти заступился, он защищал, и вот они вышли, продолжали дружить. И потом, когда они попали вот в эту аварию, вот эта машина, вахтовая машина сразу же вызвала ГАИ и медслужбы. Апти начал звонить по своим друзьям, чтобы они приехали. И вот наряду с другими он позвонил Садыкову Радмиру, и Радмир говорит ему, теперь здесь очень внимательно, Радмир говорит, ты больше никому не звони, я приеду и так далее. Теперь внимание, через 15 минут Радмир подъезжает. Радмир подъезжает не один, он подъезжает со своим братом, близнецом Ринальдом подъезжает. Через 15 минут от Норильска до этого места надо ехать в лучшем случае 35 минут. Они отъехали. Через 15 минут подъезжает Радмир. Это одно. Второе. Очень важно. Апти сразу говорит, у меня что-то с тормозами сделали. Сейчас, и он говорит, я вызываю эвакуатор. Вызывает эвакуатор, и он, приезжает ГАИ, это надо последовательно. Когда приехала ГАИ, Апти говорит, давайте оформите протокол. Радмир уговаривает, Апти говорит, не надо оформлять протокол. Если ты оформишь протокол, это будет находиться в записи, и когда ты будешь продавать машину, она будет как аварийная, поэтому тебе это невыгодно. Короче говоря, он заболтал его и отговорил составить протокол. Это первое. Второе. Радмир вызывает эвакуатор. В это время он уговаривает Апти, давая машину. Апти ставит вопрос. Сейчас едем прямо в техстанцию, чтобы установить, что было с моими тормозами. Он говорит, давай сейчас, холодно, поедем ко мне, там перевезем машину. Апти настаивает, нет.
В это время эти братья вокруг него крутились, и вдруг Апти получает звонок от ФСБ. Получает звонок от ФСБ, и они ему говорят: немедленно приезжай в ФСБ. Апти настаивает, его машину надо везти в техстанцию. Ратимир, если сумел его уговорить, чтобы протокол не составили, здесь он его не мог уговорить, когда он уже категорически настаивал. И вот когда Апти уезжал на встречу с ФСБ, он говорит Радмиру: повези машину в техстанцию, установи. И что ты думаешь, Радмир? Нет, он не повез его. Он увез машину к себе во двор, поставил его. Радмир поставил машину у себя во двор. Сейчас Айша нам расскажет, в последующем уже жена Радмира и Радмир, они следили за ними, они их снимали. Теперь у меня нет абсолютно никакой, даже, там есть и другие сопутствующие условия, что Радмир через 15 минут, он ехал следом за ним, он должен был зафиксировать, когда они разобьются. Я не знаю, он должен был их добить, он должен был вот именно вмешаться в эту ситуацию, но он должен был сделать все, чтобы о том, что тормоза его были испорчены, что машина, то есть фактически приготовили, чтобы он разбился. Это было покушение на убийство. Руслан, а скажите, пожалуйста, какая выгода Радмиру работать я даже не знаю, на кого? Видишь ли, подстроить все это, да, какой смысл? В равной степени, точно так же, как предлагали и Апти, мы же рассуждаем, дальше я же говорю, я с юристами работал, в равной степени вместе, как с Апти работали и с Радмиром, без сомнения. И теперь становится потом уже, когда они следили за Апти, за его семьей, это снимали, начало это уже соответствовать. Сейчас, если где-то я ошибся, Айша подскажет, потому что она была участником. Когда мы с Радмиром закончим, я хочу перейти к другому человеку, о котором я говорил, Газарчиеву Ибрагиму. Как он появился и как его использовали, тоже будет интересно. И это когда по совокупности мы начинаем рассматривать, становится понятно, что люди, которых окружали Апти, Висаева, они были или завербованы, или находились под угрозой тех людей, которые его вели. Да, Аиш, давайте мы вас послушаем. Верите в такую конспирологическую версию Руслана? Но то, что могли подстроить аварию, у меня были предположения, да. Потому что я лично ехала в этой машине и была рядом с Апти. И мы ехали на 60, даже на 50 очень медленно, потому что утренняя погода и трассы все-таки. Там была гололедица, мы это выясняли. Да, и он нажимает на тормоза, когда этот КАМАЗ перед нами остановился, резко остановился. Он нажимает тормоза, и мы понимаем, что машина вообще никак не реагирует, вообще даже не снижается эта скорость, вообще никак. И Апти понимает, что уже все, уже чем ближе, уже тем, мы уже думали, что это уже конец, честно сказать. И я не знаю, как он смог и как он успел с таким опытом, потому что это первая машина была Апти, с освобождения учился, там права получил, жизнь с нуля начал человек. Вот, и получается, там он свернул. Но водители КАМАЗа вызвали ГАИ и скорую. Скорые тоже приехали, они тоже вообще были удивлены, то, что мы там просто так остались живы. Машина с тех пор стоит там как бы в аварийном состоянии, даже любой... разбитая машина стоит так и до сих пор. Стоит. Вы верите в саму версию, что Радмир мог подстроить такое дело? Но точно с уверенностью сказать я не могу, потому что я не знаю, 100% я не могу утверждать, но его поведение и то, что он делал, и как он сейчас себя ведет, это вот под очень
не знаю, сомнительно вот это все, потому что он убеждал Апти, чтобы поставить машину именно в его этот двор. И Именно он, он просто не выполнил просьбу Апти. Он не выполнил. Более того, он настаивал, что не надо никакую техстанцию. Когда он не смог его уговорить, вдруг звонят из ФСБ. Когда ты начинаешь соизмерять вещи, то есть Апти, который настаивает и хочет повезти машину именно в техстанцию, вдруг Апти оттуда выдергивает, срочно ФСБ вызывает и его забирает. То есть я не говорю, Ратмир, возможно, не является специалистом по подготовке вот этого, но Ратмир был поставлен, он должен был проверить совершение вот этой акции, он должен, и он блестяще выполнил. Во-первых, он заставил Апти, заболтал его, чтобы акт, сам факт того, что эта авария произошла, она уже не существует в природе, потому что приезжие работники автоинспекции не зафиксировали факт, акт не был составлен. Это одно. И второе, Ратмир везет машину. Нет, он не везет на стоянку. Да черт с ним, он не ведет техстанцию. Он на стоянку не везет. Он машину забирает к себе домой и ставит у себя во дворе. Логика понятна. Скажите, пожалуйста, Аиша, а где сейчас находится Ратмир? Он как-то с вами связывается? но после задержания Апти было такое, то что он, да, подбегал ко мне на улице, там свою версию по уголовному делу говорил, там много чего было, вот. Я сама нахожусь сейчас в Красноярске, я его в глаза не видела после того раза, это было где-то, ну, число не помню, правда, май был месяц, вот. После этого я его не видела, я же не живу в Норильске, я в А Красноярске. какая у него версия? Вот вы говорите, версия у него была. У него какая версия? Он что вам озвучил? Ну, то, что вот моему мужу вот вменяют переписку, где якобы он склоняет человека, типа, совершить этот теракт, да? Это официальная версия, да. Ратмир что говорит? Да, вот. Но самое интересное то, что ему вменяют переписку, где у Апти вот был телефон, да, номер, который был зарегистрирован именно на меня, вот. И у него с Радмиром была переписка реальная. Ну, то есть Апти в то утро ему говорит, то, что попал в аварию, чтобы он приехал. Вот это все, то, что было направлено именно Радмиру, вот сейчас вменяют Апти не в WhatsApp, а именно в Инстаграме. То есть Дело в том, что переписка Апти, у Апти не было в Телеграме, вообще не было страницы. Вообще не было страницы. Вдруг под его ником, под его именем появляется Телеграм-страница, и переписка, которая вела с Радмиром, она выдергивается оттуда, куски снимаются, это все наполняется в Телеграме, и вот эти вещи якобы, там ничего не говорится, просто я выхожу, там, я захожу, там, вот эти детали я не помню. То есть переписка с Радмиром использована для того, чтобы сказать, что Апти кого-то там зазывал, с кем-то договаривался и иносказательно о чем-то говорил. Понятно. То есть переписка Радмира с Апти взята за некий скелет, за костяк, на который надеты какие-то фразы о намерении произвести взрыв и так далее, уговорах и так далее. Понятно. Именно эту переписку они вставили и в Телеграм, и в Инстаграм. А в Инстаграме у Апти вообще никогда не была страница, вообще у него не было. Была вот моя, где я вот именно занималась своей торговлей, там вот это. И Апти через этот аккаунт заходил, и то очень редко, очень редко. У него своей личной не было. А там сделана страница, где выраженное лицо Апти. И в Инстаграме, и в Телеграме точно так же поставили на аватарку его. Аиша, скажите, пожалуйста, тот мобильный телефон, с которого якобы Апти писал некому засекреченному свидетелю, которого якобы уговаривали совершить самоподрыв, где этот телефон? Он представлен в качестве доказательства? Проведена ли какая-то экспертиза этого средства связи?
Нет. То есть телефон пропал? Телефон пропал. И то, что вот... Телефон сначала, телефоны были изъяты. Потом в последующем, когда адвокаты потребовали выдать для того, чтобы оттуда провести исследование телефона, потом было сказано, что телефоны пропали. Я правильно говорю, Айша? Да, да. А то, что вот именно у птиц, которые говорят, был телефон, а его вообще в деле не было. То есть у двух засекреченных свидетелей взяли телефоны и показывают переписку именно с их телефона. А тот, который меняет телефон Апти, его нет вообще. А этот телефон, который якобы в Телеграме, Инстаграме, его физически не существовало, потому что это уже ими сфабриковано, ими создано. Я хотел бы в продолжении темы с Ратмиром, я хочу вернуться к нашему другому человеку, Газарчиеву Ибрагиму. Это был знакомый Апти. 18 апреля, Айша, если я где-то ошибаюсь, я это все говорю по памяти, поправишь меня. 18 апреля с Апти на связь выходят коммунальные службы. Они говорят, ваша квартира затопила соседей под низом, чтобы вы немедленно приехали, открыли дверь. В противном случае то есть они выломают дверь. Сидящая здесь Айша связалась через Авито или чего-то там со службами. Они нашли человека, этот человек приехал, и тогда Апти попросил вот этого Газарчиева Ибрагима вместе с этим человеком пойти туда и присутствовать при вскрытии квартиры. Это все происходило 18 апреля. Я хочу, чтобы мы числа сейчас начали запоминать. Этот человек, который оказывал эти услуги, пришел, квартиру вскрыл, Ибрагим Газарчиев там присутствовали и коммунальные службы. Я хочу сейчас заострить внимание. В лагерях и в СИЗО, в местах столь отделенных, у оперативников, у режимников всегда вот здесь на голове находится камера. Все их действия, они фиксируются. Точно так же, по таким же правилам, в службах, коммунальных служб, аварийных, пожарных и других, тоже самые такие камеры пользуются. То есть они с момента вхождения вот в эту квартиру включили камеру, они все фиксируют. Во-первых, квартира была затоплена, они находятся на 5-м этаже, 4-й. На 7-м. На 7-м этаже, но почему-то затоплено 4-й этаж. Дошла вода до 4-го этажа. Вода дошла до 4-го этажа. Но не суть важно, затоплено и затоплено. Когда они вошли, дверь балкона была открыта, и теперь внимание. От основного отопления квартира перекрыта. Ты слышишь меня? Отопление перекрыто. То есть тепло в их квартиру не поступает, дверь балкона открыта. И там, когда я слушал, все записи мы прослушали. Так вот, один из работников вот этого коммунального хозяйства говорит, на улице 21 градусов, это днем, 21 градусов. Так теперь, в Норильске мы запрашивали метеослужбы, от 15 до 23 градусов были. Ночью 5 градусов холоднее. Если они говорят версию, что они уехали, Апти Висаев уехал, открыл, забыл, значит, закрыть дверь в балкон. Хорошо, забывает он. На улице мороз, он что, закрывает краники своего отопления и уезжает, чтобы квартиру затопили? Это такая ересь. Тут понятно, проникновение открывает это. И теперь вторая версия несостоятельности 8-го, вот этого, что дверь осталась открыта. Они уехали, 7-го улетели. Почему только 18 числа? Когда перекрывается за сутки, за двое суток идет размораживание. Тут абсолютно понятно, что кто-то проник в квартиру, открыл дверь, закрыли основное отопление и вызвали именно размораживание этой квартиры. И теперь, а какой смысл, скажите, пожалуйста? А теперь слушай дальше, вот смысл-то. Для меня, когда вот это следствие мы вели, меня всегда
настораживал, я не мог найти ответ вот на один вопрос. Сейчас я скажу, что меня напрягало и как я нашел ответ. Ибрагим пришел туда, все это снимает, и вдруг появляется свидетель Ибрагим. Айша и Апти в своих показаниях говорят, что они попросили Ибрагима, Ибрагим находился там. И вот когда Ибрагим дает показания, да, здесь очень важно, 23 числа проводили вскрытие квартиры Апти Висаева, и ФСБ говорят, что они с правой стороны, внимание, слушать внимательно, под ванной, с правой стороны они нашли мешок с порохом. Хорошо, адвокаты говорят, нет проблем. 18 числа коммунальные службы зашли, они все снимали, там все было мокро, там была вода. И что ты думаешь, когда потребовали ванную, когда обследуют, левую часть снимают, на полусловие говорящая женщина прерывается, и дальше запись им не дают. Запись дальше, где была правая часть ванны, а они обследовали, там все было бы видно. Эту запись им не дают, говорят, только есть эта запись. Хорошо, там присутствовал Апти и задают вопрос Апти. Они говорят, Апти, ты там был? И что он говорит? Я сейчас по памяти говорю его показания. Мы смотрели только левую часть, правую часть мы не смотрели. Они всю квартиру обследовали. Говори. Ибрагим был. Да, Ибрагим, да, конечно. Я говорил про кого? Я Апти говорил. Да. Ибрагим, конечно, Ибрагим. И Ибрагим говорит, ты можешь представить, да, 1,80 м ванна, он говорит. И ФСБ говорит, ссылаясь на запись, там только снято полванной. Левая часть, правую часть запись им не дают. И Ибрагим говорит, мы, говорит, обследовали только, говорит, левую часть. Левую часть обследовали. Апти попросил Ибрагима, оставь у себя ключи. Ключи от квартиры находились у Ибрагима. Ибрагим потом сообщает им не со своего телефона и говорит, сообщает Апти или Айше, она сейчас поправит меня, ко мне подошли работники ФСБ и у меня забрали ключи от вашей квартиры. Он сообщает им об этом. И теперь 23 числа обыск находит порох. И тогда я начал ломать голову. Я начал ломать голову над этим. Если они смогли без проблем проникнуть в квартиру, разморозить его, что им мешало? Зачем им нужны были ключи, чтобы попасть в квартиру Апти и туда порох занести? Зачем им нужны были ключи? Вот это противоречие меня смущало. И меня осенила мысль. Им не нужны были ключи. Им нужно было, чтобы Ибрагим не попал в эту квартиру больше, после того, как они вот эти вещдоки занесут. А именно так и произошло, потому что Айша 23 числа звонила, 22 числа Айша звонила Ибрагиму и говорила, Ибрагим, проверь, пожалуйста, моего мужа забрали, они могут туда что-нибудь подбросить, проверь тогда. Вот он тогда и сказал, я не могу проверить, ФСБ у меня забрало ключи. Теперь давай вернемся. 18 числа коммунальные службы под видеозапись Ибрагим, все они проверяют квартиру. Айша находится в Пятигорске, Апти находится под арестом. Тогда там ничего не было, и вдруг 23 числа появляется порох. Конечно, настолько это очевидно, настолько это топорная работа, настолько это вот пренебрежительно. Вот вы знаете, что это мы сделали, и мы плевать на вас хотели. Вот таким образом, топорным образом. И потом уже, когда сказали Ибрагиму, он сказал, извините, он пришел с женой, телефоны свои оставил на улице, зашел и сказал, меня терроризирует ФСБ, я ничего не могу сказать. Айша ему говорит, ну из-за твоих показаний, сейчас моего мужа ему вменяют, что боеприпасы нашли в квартире этот порох. Он говорит, я ничего не могу поделать. И он что делает? Он продает квартиру и сбежал с Норильска. Сбежал. И поэтому, когда мы знаем точно, каким образом ФСБ обрабатывал Ибрагима, у нас даже нет сомнений, что
что Ратмир не то, что не обрабатывался, он давно находился с ними во взаимодействии, и он выполнял их поручения. И уже сама сейчас Айша скажет, как его жена снимала их какие-то, и, видимо, эта семейка уже находится на обеспечении и выполняет уже много поручений ФСБ. Аиша, продолжайте, пожалуйста. 5 декабря я полетела в Норильск. Ну, по поводу документов надо было вот насчет этой машины разобраться. Поехала я туда, и когда велось это расследование по уголовному делу моего мужа, Радмир не раз мне звонил, просил, чтобы я забрала эту машину. Он прям, не знаю, настойчиво просил. И когда я ему сказала, что я не буду забирать эту машину, он через друзей начал говорить, что пришло это извещение, что, ну, типа там лежит, что на штрафстоянку заберут машину, чтобы я ее забирала. Я сказала, что я не буду трогать машину, так как идет следствие, не буду вообще приходить туда. И как-то он успокоился, ну, я полетела, вот так как уже следствие закончилось, мы осмотрели эту машину полностью, это было во дворе этого Радмира в Каиркане, полностью под видеозапись рассмотрели, и я была не одна, там человек 7-8 было. Мы, когда начали забирать эту машину, там выходит с 7-го подъезда, в 7-м подъезде живет Радмир, в 6-м подъезде живет Ринальдо. Ну, то есть 2 близнеца, 2 брата, они живут по соседям. Соседних подъездов. Да, вот так. И там напротив этого подъезда магазин. И эта женщина выходит, заходит, и я ее заметила. И когда эвакуатор подъезжает, чтобы забрать машину, все уже заметили, как она нас начала снимать. Она нас снимает. Сначала позвонила, и потом начала она нас снимать. И когда мы заметили, и она забежала в магазин, и я за ней побежала, получается, я тоже ее на видео сняла. Я говорю, зачем вы нас на видео снимаете? Она говорит, ну, это мое право, я просто эвакуатор снимаю. Допустим, я, будучи мусульманкой, такая же, как я одета, женщина, я не буду снимать ни эвакуатор, ни улицу, допустим. Это как бы ни одна мусульманка не будет. Мне зачем чужой эвакуатор снимать, если на то пошло? Она, вот, не знаю, нас зачем снимала, для чего это нужно было. Я говорю, тебя этот муж попросил. Она говорит, это не мой муж, как бы она убежала, короче, и зашла в 6-й подъезд. Руслан, у вас есть предположение, зачем съемка велась? Ну, съемка, я думаю, это была не первая съемка. Им нужно было отчитаться, что машина уже увезли. Это все, что они делали, по всей вероятности, это все делалось, и доклады строились на видеозаписях. Это моя такая догадка, хотя эта видеосъемка ни о чем не говорит. Здесь принципиально к этому делу ничего не добавляет и не убавляет. Но я здесь хочу остановиться на другом. Если вы помните, я делал упор на том, что вот этот Радмир настаивал категорически и убедил, чтобы протокол аварии не был составлен. Сейчас начинается и очень интересно другое. Под квартирой Апти и Айши проживает работник МВД, следователь или старший следователь. Его затопило, реально затопило, очень серьезно. Они еще, будучи там, в Пятигорске, сказали, мы вам возместим все, что вы сделали, и так далее. И вот когда Айша уже бегает, мужа посадили, когда он ей предложил претензии, она говорит, хорошо, нет проблем, давайте создаем комиссию, и комиссия исследует, в связи с чем у меня квартира была затоплена, и в связи с этим затопило вас. И что ты думаешь? На ее настоятельные требования
и управдом, и кого затопили, они отказываются, чтобы был составлен акт, и чтобы в этом акте принимало участие комиссии. Человек, которого затопили на несколько сот рублей, отказывается от этого, чтобы был акт и чтобы какая-то экспертиза исследовала, в связи с чем был затоплен ниже живущие жильцы. То есть первый раз машина попадает, тормоза отказывают, категорически сумел человек воздействовать, чтобы акт не был составлен. Его затопило второй раз. Люди, которые, это следователь МВД, он отказывается, и он не хочет, чтобы составляли акт, и чтобы независимая экспертиза занималась этим вопросом. Тут понятно, тут настолько уже напрашивается сам ответ, что заинтересованные какие-то люди ведут, чтобы в этом деле не появились акты аварий, акты затопления, потому что, только один вопрос никто не может ответить. Хорошо, балкон они забыли, хотя это ничего хорошего нет. Зимой балкон, а апрель месяц это зима на Таймыре. Балкон забыли. А как отопление перекрыли от основного отопления? Это что, самоубийцы? Такого не бывает, и поэтому пользуюсь тем, что это незащищенная женщина с 5 детьми, которая не знает, как защитить своего мужа, как прокормить свою семью. Они понимают и, полагаясь именно на это, они совершали преступление. Когда люди, мы послали людей, когда люди пошли на эту стоянку и сказали, мы хотим получить видеозаписи с 5 на 6 числа, сказали, что видеозаписи уничтожаются, камеры они не были направлены, и видеозаписи предоставить отказались. Поэтому, исходя по совокупности из всего того, что мы проделали работу, мы понимаем, тормоза Апти Висаеву были введены в испорченное состояние, чтобы он разбился. Независимо, он один будет, он будет с женой, он будет с детьми. Покушение, когда на убийство сорвалось, тогда они прошли по второму сценарию. Ему вменяют, что он собирался совершить террористический акт на параде, о котором все знали не будет. Теракт на параде, которого не будет. Ему вменяют, что у него нашли боеприпасы, 3 охотничьих патрона, 2 патрона с краской от пейнтбола и игрушечный пистолет. Вот эти доказательства. И сейчас, когда он находится под следствием, этот же Пшеничников, этот же Ахметов приходит и угрожает ему. Последний раз, когда они пришли, они угрожали. Если ты не будешь с нами сотрудничать, мы точно так же, как Юсупа Тимирханова, которого убили в Омске, мы туда отправим и мы убьем тебя. Вот таким образом они сейчас ведут обращение в отношении него, ведут себя. Они абсолютно настолько разнузданы. Они, когда его забирают в ИВС, они его бросают в холодные камеры. Зимой, это Сибирь, зимой бросают в холодные камеры. Когда его доставляют в СИЗО, спокойно работники ФСБ имеют право приходить туда и в отношении него. Когда его только забросили в камеру, 5 человек пришли, избивали его, жестоко избили Апти. И это все продолжается в отношении него делаться. И пользуясь нашим случаем, я обращаюсь к генеральному прокурору Российской Федерации, я обращаюсь к руководителю, директору ФСБ Бортникову, я обращаюсь к министру МВД, я обращаюсь и говорю, если еще в этой стране что-то осталось, то, что называется законом, примените силу закона в отношении этого произвола. Но не виноват Апти Висаев, которого по сфабрикованному делу ОРБ-2 Чеченской Республики посадил он от звонка до звонка, как хороший вор закона. Он прошел этот срок, он вышел, он устроился монтажником на работу. К нему нет ни одного замечания. Он пытался прокормить свою семью, он честно работал и не нарушал. Даже нету административных нарушений. И этого человека сейчас, не скрывая абсолютно, его ведут по 3 статьям, 205, часть 3, 1.
именно тяжелейшая статья, которая может быть и пожизненно. Из-за того, чтобы склонение, вербовка, пособничество к террористическому акту, из-за того, что Пшеничников, майор, хочет стать полковником, а старший лейтенант Ахметов хочет капитаном, и жизнь этого человека брошена на это. Да, наша версия может быть несостоятельна, но мы просим, обращаемся к Генеральной прокуратуре, назначьте расследование, то, о чем я говорю. Почему тормоза отказали? Почему это? Я это квалифицирую. Я с юристами консультировался. Это покушение на убийство. Это покушение на убийство. А для того, чтобы... И когда они узнали, что Аптей Висаев обязательно техосмотр проведет, почему тормоза отказали, когда он сказал, что камеры проверят, его тут же моментально изолировали и заключили под стражу.